конфликт гражданина Лейкина с охраной Сургутнефтегаза по проезду по дороге. Вызвал большой резонанс. После этого было перекрытие дороги, ограничение проезда, конфликт вышел даже на федеральный уровень. Честно скажу, наш комитет в Госсобрании ЛКН никто не обращался. Ни Лейкин, ни общественность, ни депутаты. Но мы не могли остаться в стороне, поэтому 2 февраля делегировали старшего референта господина Жарикова в город Ленск. Вести им кандидатуру для изучения ситуации на месте. С февраля по конец марта мы разрабатывали изучали ситуацию, консультировались. 3 марта в комитете был разработан проект рекомендаций по разрешению проблемы по проезду по дороге. И этот проект был направлен на Минтранс Республики Саха-Якутия. Основные моменты, напомню вам наших рекомендаций. Сначала идет преамбула, что такое дорога, как она зарегистрирована, как не зарегистрирована. Мы предложили для обеспечения прохода проезда местного населения поселка Фитинь-Передуй возможно обеспечить путем установления публичного сервитута в отношении земельного участка, принадлежащего на праве собственности Российской Федерации и представленного на праве аренды ОАО «Сургутнефтегаз». Кратко. Также рекомендовали обратиться местным органам власти в прокуратуру Ленского района с заявлением о проведении проверки по факту взимания платы за проезд по автомобильной дороге необщего использования поселок Витин, Талаканское нефтегазовое месторождение. В связи с тем, что наш комитет считал, что данная плата взимается незаконно. Дальше по хронологии. 3 марта мы направили свое заключение в Министерство транспорта Республики Саха-Якутия. Получен был ответ, предложений, замечаний по данному проекту не имеется. Я хочу сказать, что мы работали как-то так, легитимно, достаточно пошагово. Да? 17 марта данные рекомендации были утверждены на заседании Комитета Государственного собрания ЛКМН по экономической, инвестиционной и промышленной политике и направлены, соответственно, в Ленский район для внедрения этих рекомендаций. 24 марта 2015 года поступило письмо Минтранса Республики Саха-Якутия, которое говорит: ввиду обнаружения в указанных проектах множество противоречий действующему законодательству Российской Федерации, отзываем наше согласование. Один источник. Мы им позвонили: а что ж такое, какие многочисленные? В этот же день они доблестно ответили: выявлен ряд противоречий действующему законодательству Российской Федерации. Но читаю их обоснование. Их обоснование, что автомобильные дороги бывают общего и необщего использования. И как-то так опоследовательно они говорят, что находящиеся в собственности является не общего использования. А они говорят, каким документом это регламентируется. По официальным документам о присвоении дороги статуса необщего пользования является соответствующая запись в едином государственном реестре автомобильных дорог, занесение и порядок его, который определен федеральным законом. Собственник автодороги, то есть Сургутнефтегаз, в нарушение требований данного закона не представил сведения об автомобильной дороге в 30-дневный срок со дня ввода автомобильных дорог в эксплуатацию, и который обязан представить федеральный орган исполнительной власти и должен определить, а какая же это дорога, общего, не общего использования. И данная дорога должна была внесена в реестр автомобильных дорог. Это разные понятия, мы считаем. Соответственно, вчера было председателем Государственного собрания ЛКМН направлено письмо председателю правительства Республики Саха-Якутия с информацией о полученном ответе от федерального агентства. Вчера же мне позвонил министр транспорта Винокуров Семен Викторович, и он согласился, что министерство... Мне понравилось. Я-то думал, что мы сейчас пройдем пресс-конференцию, обычно считаешь же шага 2 вперед, да, что произойдет. И Минтранс должен был, конечно, возмутиться и сказать: ну вы опять не правы. Но он молодец, согласился и с нашим доводом, что его все-таки основная позиция – это защищать интересы населения Республики Саха-Якутия. На этой теме мы остановились и договорились совместно отрабатывать дальше. Также вчера я позвонил Галине Никитиной Данчиковой, и мы с ней договорились о том, что она видит в данном документе достаточно хорошую основу для того, чтобы продолжить работу. И она высказалась о необходимости организации рабочей группы из юристов и других необходимых специалистов по решению этой проблемы в принципе. И она говорит, это проблема не только Ленского улуса, оказывается, в Алданском районе тоже такая же проблематика возникает, и в рамках республики необходимо ее решить. Ну, а наши действия дальнейшие, мы хотели бы, конечно, отработать с правительством в этой рабочей группе по выработке
каких-то хороших подходов к решению данной проблематики. Повторно мы направим свои рекомендации в Ленск, исполнительным и представительным органам власти Ленского района, и обратим их внимание на пассивную позицию исполнительных и представительных ветвей власти Ленского района по сложившейся ситуации. Мы считаем, что они занимают какую-то пассивную позицию. Вакуум власти, я уже говорил об этом, то что, конечно, хорошо, когда там крупная нефтяная компания работает, все за вас делает, но вы-то, ребята, свои функции тоже выполняете. У меня все, спасибо.